Уважаемый Арсений Георгиевич, уважаемые коллеги, численность населения на первый квартал 2023 года 38 детей дошкольного возраста 1484. В том числе 870 детей охвачены в дошкольных образовательных учреждениях. Школьного возраста 5219 человек. Трудоспособного населения 22 977 человек. Пенсионного возраста 9112 человек. Но у меня со статистикой, с пенсионными цифрами бьются. У меня 772, не бьются, вернее. 7772, а статистика дает 9112 человек. Число родившихся детей в Гагринском районе за первый квартал 19 человек. Данные неполные, так как статистические данные не имеют в России, которые выезжали, рожали там. Число умерших 50 человек. Число выписанных граждан 43 человека, прописанных 67 человек. Число зарегистрированных иностранных граждан 458 человек. Сельского населения 13 263 человека. Городского населения 25 529 человек. Рынок труда, что касается рынка труда, то, к сожалению, пока еще нет обновленных статистических данных по этому вопросу. Социальная сфера. Количество дошкольных учреждений 6. Детские сады ходят в дошкольные учреждения 870 детей. Количество школ 18. Количество учителей 553. Количество детей, которые ходят в школу, 5219 человек. Количество медицинских учреждений 11. Количество специалистов в сфере здравоохранения 67 врачей, 172 средний медицинский персонал, 31 человек младший медицинский персонал. Всего 270 человек специалистов. Криминальная обстановка в Гагринском районе. Число зарегистрированных преступлений 35, число нарушений правил дорожного движения 7, число вынесенных решений судом Гагринского района по уголовным делам 26, гражданским 53, по административным 105, санкции 22. Количество несовершеннолетних, находящихся в социальной опасности, положении 10 человек в районе. Какой раскрываемость преступления, у меня тоже нет такой информации, в следующий раз будем иметь. По энергетике. Объем потребляемой электроэнергии составил 189 миллионов киловатт-часов за первый квартал. На 34 миллиона киловатт-часов меньше, чем за аналогичный период 2022 года. На 34 миллиона меньше. Начислено за потребляемую электроэнергию 164 миллиона 629 тысяч рублей. Оплачено 47 миллионов 959 тысяч рублей. От юридических лиц 35 миллионов 242 тысячи рублей. Сколько в прошлом году было оплачено? От физических лиц 12 миллионов рублей. Общая... данные по прошлому году сколько было оплачено? Нет. Нет? Общая задолженность составляет за первый квартал 2023 года, страшно назвать, 116 миллионов 669 тысяч рублей. Будем исправлять, конечно, эти цифры. Приватизация. Количество приватизированных объектов местной собственности за первый квартал 0. Поступление в местный бюджет района от приватизации объектов местной собственности 4 миллиона 986. Это старые задолженности 22-го, 21-го оплачивают люди. Юридические лица и индивидуальные предприниматели. Всего юридических лиц 1171. Новых в первом квартале 34. Индивидуальных предпринимателей 2754, новых в первом квартале 50 человек. Сельское хозяйство. Количество земель сельскохозяйственного назначения 22 321 гектар. Количество земли, занятой цитрусовыми культурами 192 гектара. Количество земли, занятой многолетними насаждениями 455 гектаров. Пассивные площади сельскохозяйственных культур 409 га. Туризм. Число коллективных средств размещения 71, санаторно-курортный комплекс. Число коек-мест коллективных средств размещения 17 212 коек-мест. Иные объекты в сфере туристической отрасли 56. Исполнение местного бюджета. Показатели доходной части местного бюджета 215 миллионов 483 тысячи рублей. Налоговые доходы 190.
План был 70, за 3 месяца 78 миллионов 935 тысяч рублей. Факт 191 305 тысяч рублей. Перевыполнение за первый квартал 112 миллионов 370 тысяч рублей. В процентном соотношении это 242%, ну, выполнение. 1000%. Земельный налог 24 миллиона 181 тысяча рублей. В 2022 году земельный налог за первый квартал был собран 14 миллионов 291 тысяча рублей. В 2023 году за первый квартал было собрано на 9 миллионов больше, чем в 2022 году. И налоговые поступления, которые в 2023 год за первый квартал больше собрано на 72 миллиона, чем в 2022 году. Неналоговые доходы 6 миллионов 145 тысяч рублей. В 2022 году неналоговые доходы за первый квартал было собрано 2 миллиона 40 тысяч рублей. Субсидий 19 миллионов рублей. В 2022 году 28 миллионов было субсидий. Ну, с годами у нас урезают субсидии, мы со своего бюджета восполняем. Показатели расходной части 177 миллионов 358 тысяч рублей. В 2022 году 125 миллионов 684 тысячи рублей. Средства местного бюджета направлены на развитие инфраструктуры, а также на объекты социальной сферы. 177 миллионов 358 тысяч рублей. 177 миллионов за этот квартал? За этот квартал, да. На что? В том числе общегосударственные вопросы 15 миллионов рублей 999 тысяч рублей. Образование 46 миллионов 451 тысяча рублей. В 2022 году 38 миллионов 118 тысяч рублей за аналогичный период. Здравоохранение 17 миллионов 384 тысячи рублей. Аналогичный период 2022 года 16 миллионов 684 тысячи рублей. Культура и искусство 6 миллионов 944 тысячи рублей. В 2022 году 4 миллиона 316 тысяч рублей. Физическая культура и спорт 1 миллион 563 тысячи рублей. Социальная политика 1 миллион 768 тысяч рублей. Объем средств резервного фонда и мероприятий, профинансированные из этих средств 7 миллионов 766 тысяч рублей. Материальная помощь населению 7 миллионов 466 тысяч рублей за первый квартал 2022 года. И Федерация футбола Абхазии финансовая помощь в 300 тысячах рублей. Национальная экономика 2 миллиона 772 тысячи рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство 84 миллиона 472 тысячи рублей. А на что 84 миллиона? На хозяйство в Чтобы районе. приобрели какую-то технику? Технику мы в 2022 году взяли кредит в декабре месяце, чтобы успеть к летнему сезону, заказали на эти деньги спецтехнику, и на следующей неделе будем гасить кредит. Деньги ушли на погашение? Да, да. А Нет, мы еще не оплатили. Мы с профицита сейчас будем оплачивать долг в банке, ну, кредит, то, что взяли. А что взяли? 4 единицы спецтехники, мусорной машины. Одну отправили в село Лохадзе, одну в поселок Цандрыб, в село Лдза и город Гагра. И сейчас еще заказываем 4 машины таким же способом. А в прошлом году сколько единиц техники? В прошлом году 8 единиц техники. В общей сложности в районе новых машин 23 единицы техники мусорных машин. Плюс еще 2 вышки, да, за 2,5 года. И 2 трактора. Ремонт крыш БСШ номер 2, первый этап 5 миллионов рублей, общая смета 13,5 миллионов рублей. Устройство сквера имени Сергея Васильевича Багаевича, второй этап 7 миллионов рублей, общая смета 31 миллион рублей. Благоустройство пешеходных зон, там 3 этапа, 20 миллионов выделено. Идет по улице Ардземба сейчас продолжение со Старой Гагры в сторону города. Строительство спортзала БСШ, первый этап 9 миллионов рублей. С нуля новый спортзал, 27 миллионов рублей общая стоимость. Это без инвентаря. Инвентарь отдельно уже будем потом докупать. Ремонт здания СЭС, второй этап 3 миллиона 527 тысяч рублей. В первом этапе было выделено 6 миллионов рублей. Общая смета 19 миллионов 800 тысяч рублей. Разные работы по благоустройству 2 миллиона рублей. Приобретение трактора 6 миллионов рублей. Установка фонарных столбов в 2022 году было приобретено на 6 миллионов 300 тысяч. В этом году оплатили 1 миллион рублей за установку. А сколько столбов было приобретено? 43. По улице Абазга. Чугунные, красивые? Ну, обычные столбы, да, как
по центральной трассе, что стоят, только чуть поменьше. Строительные инженерные защиты, микрорайон, кемпинг, 2 миллиона 910 тысяч рублей. Это у меня, в А принципе, там, где подмыло берег набережной, что там делается? собираемся делать, я как понимаю, мы больше об этом не говорили, Александр Золотинскович. Там, где набережная подмыло. Где искра, энергетик, хау. Критическая ситуация, я люблю это слово. Там не только волна сейчас. Там были в свое время советское взорваны в 1956 году волнорезы. Взорваны потому, что их установка когда-то была неправильной. И из-за них размывало берег дальше. Сейчас море мстит за то, что когда-то мы сделали. Для того, чтобы только это остановить, на сегодняшний день там надо уложить минимум 500 метропод. Но это тоже не будет решением проблемы. Там надо привлекать гидроводов, и делать заключение и принимать уже на будущее совершенно другие решения. Иначе этот процесс будет продолжаться и дальше. Какова длина этого сектора, который размыт? Около Больше 400 метров. Да. Там не везде прям размыто все, местами где-то хуже, где. А там, где размыло, береговая линия осталась что-то? Или Конечно. пока есть еще линия? Как? Вы Ахзан, срочно хотя бы какие-то первые превентивные меры сделать. Понятно. Думаю, по реке Псо, то, что когда мы с вами выезжали, то, что мы видели, там реально надо работы проводить. Российская сторона у себя все укрепила. Когда речка поднимается, она бьет в нашу сторону. Там 10 миллионами, 20 миллионами из бюджета мы не обойдемся, там сотни миллионов надо. И каждый раз по 2-3 километра, по 2-3 гектара земли уносит речка. Тоже надо будет как-то к этому серьезно нам отнести. Я не знаю, как, с бюджета я это не смогу сделать своими силами. Я могу выделить. Это я имею в виду прямо от границы, где в Сальму поворот. И наверх, да. Там мы даже знаем предварительно, сколько денег надо сейчас. Александр Георгиевич, только для того, чтобы остановить эти процессы, родители могли, не боясь детей отпускать в школу, где-то 47 миллионов сегодня. Это какой Там участок? критическая ситуация. Длина какая это участок? Длина, где мы с вами были, школа, где, не помню, помните? я помню. Около 120 метров, где-то там 150 метров длина. То, что мы смотрели тогда. Понятно. Вы, Юра Яшев, бетонный ограждение понавался, Арахьясов.